Эфир телеканала «Якутия-24» продолжит программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В прошедшую навигацию для нужд производственно-хозяйственных субъектов и их жизнеобеспечения было завезено свыше 1 миллиона тонн различных грузов. Как справились с планами завоза всего необходимого, об этом мы спросим у нашего гостя. Это Дмитрий Лепчиков, председатель Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности и населения республики. Дмитрий Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Ну, не секрет, что в прошлом году по итогам навигации план был выполнен на 101,2%. То есть перевыполнение есть существенное. Как выглядят плановые показатели в этом году? Ну, традиционно, предварительно я скажу о том, что мы планы навигации мы утверждаем традиционно распоряжением правительства республики. Также и в этом году плановые объемы были утверждены более 1 миллиона 140 тысяч тонн. И по итогам навигации фактически доставлено до мест назначения 1 миллион 156 тысяч или более 101%. Традиционно тоже в этом году мы завезли во все населенные пункты, в том числе и арктические реки. Хотелось бы отдельно остановиться о том, что особое внимание мы уделяем завозу на арктические реки. В них было запланировано завести на Яну, на Индигирку, на Колыму более 322 тысяч. И все груза жизнеобеспечивающие мы завезли 100% и с данной-то задачей справились. Ну, давайте поговорим о том, что именно в этом году было доставлено до конечных потребителей. Ну, в перечень жизнеобеспечивающих грузов традиционно на постоянном контроле у нас находится это завоз каменного угля, нефти, газоконденсата, нефтепродуктов, продукции сельхозназначения, продовольственные товары, ну а также строительные материалы. И эти все жизнеобеспечивающие груза мы держим на постоянном контроле и включаем план навигации в навигационный период. Ну, несмотря даже на то, что вот вы озвучили цифры в этом году, уже план перевыполнен, 100% планку перешагнул, тем не менее, все ли уже доставлено или планируется додоставка еще каких-то грузов, когда откроются автозимники? Ну, традиционно после доставки в период навигации жизнеобеспечивающих грузов мы плавно переходим в планирование в доставку автозимников. То есть с опорных точек мы дальше автозимниками завозим порядка ежегодно, это где-то порядка 700 тысяч тонн до каждого населенного пункта в период автозимников. И сейчас вот именно в настоящее время идет планирование этих грузов, подготовка техники. Основные это заказчики. Сегодня уже объявлены конкурсы и аукционы для перевозки этих грузов. Вот если мне не изменяет память, в 2019 году складывалась очень такая непростая судоходная обстановка, когда уровень воды был очень маленький, была опасность, что грузы не довезут, но тем не менее справились со своей задачей. А в этом году не было ли каких-то трудностей, с которыми пришлось столкнуться? Ну, этот год, эта навигация, по нашему мнению, была одна из сложных за последние годы навигаций. Она была и связана с обмелением рек, отсутствием осадков, плотной задымленностью вследствие лесных пожаров. Ну и были производственно-технические проблемы, например, на угольном разрезе Джбайри-Кихая. Но несмотря на эти трудности, все перевозчики и все звенья в период навигации отработали отлично, и задачи, поставленные и правительством, и главой республики, все они выполнены.
Ну, вот если говорить о перевозчиках, которых вы упоминаете, то судами каких компаний был произведен завоз грузов в этом году? Ну, флагманом вот таких-то перевозчиков это у нас является Ленское объединенное речное пароходство. На северных реках это Янское речное это пароходство, это Колымская судоходная это компания. Также на верховьях Лены это и Старвей, и Алроса Лена, и Верхнеленская рэп флота. Они все принимают участие в период навигации и перевозки жизнеобеспечивающих грузов. Расскажите, а какая совместная работа проводится вашим госкомитетом с предприятиями и организациями по содержанию бассейнов рек в надлежащем виде? Какие предложения госкомитет вносит в правительство по улучшению состояния водных объектов? Например, может, это дноуглубительные работы где-то? Ну, дноуглубительными работами у нас на территории республики занимается федеральное это бюджетное учреждение, администрация Ленского бассейна, водных путей и сообщений. Вообще вот эти процессы, они идут постоянно. Например, мы в прошлом году республикой был принят закон о завозе грузов в республике. Также подзаконными актами сегодня утверждается перечень населенных пунктов труднодоступных, отдаленных, с сложной транспортной схемой. Также данные вопросы мы обсуждаем на экспертном совете под руководством агентства Росморречфлота совместно с администрацией Иркутской области. Ну и одна из таких, предложений этой республики – это увеличение дноуглубительных работ на реках республики, такие как и Алдан, Колыма, Яна, Индигирка, в том числе и на баровых участках, ну а также строительство новых дноуглубительных судов. Давайте немножечко и о планах. Какие еще способы по завозу грузов планируется внедрить в будущем? Ну, естественно, для одной из главных целей это удешевление все-таки северного завоза. Ну, конечно, нужно принимать нормативно-правовую базу. Совсем недавно, в октябре месяце, указом главы республики была принята стратегия совершенствования завоза топливно-энергетических ресурсов Республики Саха-Якутия до 2030 года. Сейчас идут процессы формирования плана реализации, и я думаю, мы в ближайшее время данный план мы должны это принять, и в дальнейшем тоже также перед федеральным правительством мы активно работаем сегодня с Минвосток развития Российской Федерации, где предлагаем механизмы государственной поддержки северного завоза, в том числе на нашей территории, где идут ограниченные сроки завоза, ну и имеется своя специфика при завозе жизнеобеспечивающих грузов. Дмитрий Николаевич, ну и в завершении беседы вы можете обратиться ко всем, кто принимал участие в завозе грузов в этом году. Пользуясь случаем, я бы хотел всех поблагодарить от своего имени, от лица руководства республики за слаженную работу всех работников Ленского, администрации Ленского бассейна, Ленское объединенное речное пароходство, также это Колымской судоходной компании, Янского речного пароходства, ну а также работников Сангарского и Зырянского угольного разрезов. Спасибо. Дмитрий Николаевич, спасибо и вам за эту беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Всего доброго.
Спасибо. Мы смотрели программу «Актуальное интервью». Как справились с планами завоза всего необходимого в этом году, нам рассказал Дмитрий Лепчиков, председатель Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. До встречи в эфире.